Как пишут в некоторых СМИ, если рассматривать трибуну ООН как площадку высокого уровня, в рамках которой все месседжи, акценты выступлений имеют особый смысл, то становится понятно, что в своем видеопослании на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21 сентября президент Садыр Джапаров не мог обойти стороной такую важную для Кыргызстана тему, как взаимоотношения с инвесторами. Президент заявил о том, что наша республика сталкивалась со случаями, когда недобросовестные инвесторы в погоне за большой прибылью и, злоупотребляя общественным доверием, не позаботились должным образом, чтобы их деятельность не нанесла урон экологии. Он особо отметил, что в соответствии с национальными законами кыргызские власти пресекают такую противоправную деятельность и затем вынуждены сами разбираться с экологическими последствиями. Например, обеспечивая безопасную утилизацию вредных отходов, управление отвалами и хвостохранилищами. Глава государства в своем выступлении не называл компанию, однако очевидно, что речь идет о Centera Gold Inc. компании, которая разрабатывала крупнейшее в Кыргызской республике месторождение золота, получала сверхприбыли и при этом даже не пыталась соблюдать экологические нормы. Напомним, по заключении Госкомиссии по решению суда Centera должна выплатить Кыргызстану ущерб в размере 262 миллиардов сомов. При этом одна из основных претензий связана с тем, что сама по себе реализация проекта была начата в нарушении закона Кыргызской республики о воде, а также Водного кодекса Кыргызской республики. Согласно этим документам, водопользователи обязаны не допускать загрязнения ледяного покрова водоемов и поверхности ледников и снежников производственными и другими отходами, а также совершение производственных действий, ускоряющих процесс таяния ледников. В результате работы золотодобывающего предприятия два ледника, расположенные на территории рудника, находятся на грани исчезновения. То есть фактически канадцы при попустительстве прежних руководителей Кыргызстана уничтожили часть запасов воды Кыргызской республики, в том числе пресной. А она, как признаются эксперты международного уровня, сегодня стала одним из самых ценных ресурсов в мире, вокруг которого в будущем могут разразиться региональные и даже глобальные войны. Почему вопрос недобросовестных инвесторов вообще был включен в речь Садыра Джапарова, понять легко, ведь для главы государства восстановление исторической справедливости по Кумтору – дело всей его жизни. Он противостоял канадцам, будучи депутатом Джугурку Кенеша 5-го созыва. Все помнят его выступление в парламенте за национализацию Кумтора. Джапаров уже тогда неоднократно указывал на все нарушения канадской компании, говорил о катастрофичности ситуации, призывал власти не идти на поводу у канадцев. Он возглавлял депутатскую комиссию по проверке деятельности рудника Кумтор, и которая в своем заключении зафиксировала все нарушения, в том числе и экологические на миллиарды сомов. В ответ Алмазбек Атамбаев создал еще одну, но уже государственную комиссию, которая вынесла другое заключение в угоду руководства канадской компании. В парламент вместе со спикером Асылбеком Джейнбековым поддержал именно этот вариант заключения. Даже после этого Садыр Джапаров не оставил попыток остановить экоцид при разработке Кумтора. Не мог смириться с несправедливостью, что и стало причиной его политических гонений на долгие годы. Сегодня президент, очевидно, по-прежнему надеется исправить ситуацию и как-то минимизировать гибельные для природы Кыргызстана последствия работы канадских инвесторов. Именно поэтому, выступая с видеопосланием в ООН, он и не смог не говорить о том, что так важно для него и всех кыргызстанцев.